Смотрите обзор экономических событий на Якутия-24 в студии Иван Лазаренко. Вице-премьер России Александр Новак раскрыл подробности о бесплатной подводке газа к домам россиян. Он объяснил, что если раньше человек платил за подведение газопровода от земельного участка до внутрипоселкового газопровода, то теперь ответственность ляжет на ресурсоснабжающую организацию оператора, который работает в каждом регионе. Напомню, 21 апреля Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков и поручил правительству разработать соответствующий план мероприятий. Корпорация малого и среднего предпринимательства представила основные положения проекта новой стратегии развития до 2025 года. Так определены 6 ключевых направлений деятельности на следующие 5 лет. Финансовая поддержка малого бизнеса, развитие рынков сбыта, обеспечение малого и среднего предпринимательства инфраструктурной поддержки в регионах, поддержка предпринимателей на старте и на всех этапах жизненного цикла, а также защита прав предпринимателей и цифровизация мер поддержки. В обновленную стратегию войдут задачи по цифровизации процесса получения мер поддержки и повышение уровня информированности предпринимателей, в том числе путем постоянного диалога с бизнес-сообществом. В основу стратегии заложены также принципы, как простота, доступность, автоматизация процессов на всех этапах, органичное встраивание новых инструментов в уже существующие бизнес-процессы, а также диалог с бизнесом. Упрощаются условия рефинансирования ипотечного кредита, на погашение которого были направлены средства материнского капитала. Из правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий исключено положение о том, что в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик обязан оформить жилое помещение в общую собственность семьи владельца сертификата. Ранее существовало правило, по которому владелец сертификата обязан был оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств мат-капитала, в общую собственность владельца сертификата, его супруга и детей в течение 6 месяцев после полной выплаты задолженности по кредиту или после снятия обременения с купленного жилья. При этом надо было указать доли каждого из собственников. Ограниченное авиасообщение России с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за новой вспышки коронавируса в этой стране привело к росту продаж туров с кэшбэком в России на 27% за 2 недели. В первую неделю после ввода ограничений на полеты в Турцию число покупок туров по картам МИР увеличилось на 30%. Число активаций карт МИР также выросло на 33% по сравнению с предыдущей неделей апреля, сообщили эксперты. На рост числа покупок по картам МИР, считают аналитики, повлияли как ограничения на турецкие рейсы, майские праздники и их продление, так и акция Ростуризма по туристическому кэшбэку за туры. Это возврат 20% денег на туристические поездки по России, который осуществляется на карты МИР. Продажи туров с кэшбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня. Отправиться в путешествие можно до 30 июня. Наибольший рост зарплат за 12-месячный период пандемии зафиксирован в сферах здравоохранения и IT. В сфере здравоохранения зарплаты выросли почти на 15%, в сфере информационных технологий на 13,5%. Уровень зарплат как в сельском хозяйстве, так и в сфере финансов и страхования поднялся на 7,7%. Самое большое снижение зарплат отмечено в гостиничном бизнесе и общепите. Здесь зарплаты упали на 6%. Аналитики связывают снижение здесь с сокращением работников этой сферы. К этому часу у меня пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.